Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день, новой рабочей недели. Всем хорошего настроения. С вами Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Да, и сегодня это утро мы начинаем вместе с вами. Сегодня мы открываем эту рабочую неделю. Ну и, конечно же, постараемся зарядить вас самым позитивным настроением, чтобы сегодняшний рабочий день прошел с легкостью. Но самое главное, это последняя неделя мая. Да, скоро лето, друзья. Весна уже практически в полном разгаре, по крайней мере, в городе Якутске уже установилась солнечная погода, поэтому мы также в очень хорошем настроением начинаем наш эфир. Но нужно отметить, что якутское лето уже наступило, и пора, наверное, всем рассказать, какая у нас погода замечательная. Да, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сейчас плюс 4, плюс 13, в заречной группе 8-14 градусов выше 0, в южных плюс 2, плюс 6, в Вилюйской группе плюс 8, плюс 14, в Верхнеленских 3-12 градусов тепла, в западных плюс 6, плюс 8, в Колымо-Индигирской группе Улусов 9-18 выше 0, в Янских плюс 7, плюс 14, на северо-западе минус 3, 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 14 градусов тепла, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха, красота, настоящее лето 22-24 градуса. Да, замечательно. Ну, а тем временем, пока почти вся Якутия радуется наступлению лета, жители Оленёкского улуса проснулись от обильно выпавшего снега. Вот это да! Ну, слушай, там зима практически по кадрам. Такие хлопья прям лежат. Так, это у нас Оленёкский улус, да? Или... Алёкнинский. Алёкнинский? Оленёкский. Но, видимо, у нас в титрах небольшая ошибка. Ну, ничего страшного. Но самое главное, смотри, там сугробы. Можно в снежки. Нет, на самом деле, конечно, это парадокс. Да, может, это зимнее видео? Мне как-то не верится как-то. Нет, ну, какое бы видео это ни было, если это правда, представляешь, как классно. Ты открываешь глаза. Прекрасно, лето наступило. Раз, и тебе можно надевать шубу. Да, а ты достал шорты и думаешь, что завтра будет тепло. Но жители планеты Земля могут 3 июня увидеть необычное астрономическое явление. Это большой парад планет, в котором примут участие Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они выстроятся в один ряд и будут видны в небе без специального оборудования. Увидеть парад планет можно будет в утренние часы, но идеальное время, как и дата наблюдения, могут варьироваться в зависимости от местоположения. Чтобы понять, какая планета видна, астрономы предлагают воспользоваться специальными приложениями. Лучше всего будет видно Юпитер. Он является самым ярким объектом на небе после Луны. Другие планеты будут несколько тускнее. Важно отличать планеты от звезд. Первые не мерцают. Для наблюдения подойдет место без светового загрязнения. Горизонт должен быть не загорожен деревьями или высокими зданиями. В зависимости от местоположения наблюдающего, некоторые планеты могут быть невидимыми из-за положения эклиптики на небесной сфере. В следующий раз возможно увидеть парад планет у жителей Земли появится только в августе 2024 года. Ну, кстати, удивительное явление, да, увидеть парад планет. Да. Было бы Еще здорово. надо отметить, что, мне кажется, сейчас мы очень редко стали смотреть на небо, да? Мне кажется, нам наоборот повезло. Вот здесь же написано, что, получается, не должно быть какого-то светового загрязнения. Если посмотреть неоновые вывески, то у нас их гораздо меньше. Это значит, что шансы увидеть парад планет гораздо больше, особенно в районах республики. Да, да. Поэтому, друзья, иногда посматривайте на небо. Возможно, вы увидите что-то очень интересное. Ну, а сейчас интересные Смотрите новости. в экран. Вы узнаете последние новости. Мы узнаем последние новости. Доброе утро, коллеги. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. За год доля малых и средних предприятий, которые занимаются экспортом, выросла в 1,5 раза до 14%. В основном компании продают товары в Казахстан, Беларусь и Китай. Дружественные страны покупают продукты, косметику, металлы, удобрения, а также офисный софт. Эксперты отмечают, что рост идет за счет поддержки от государства, а также из-за гибкости малого и среднего бизнеса, который способен быстро перестраиваться. В июне повышенную пенсию выплатят россиянам, которые в мае отметили 80-летний юбилей.
При достижении этого возраста фиксированную выплату в составе пенсии по старости увеличивают в 2 раза. Размер доплаты для пенсионеров, отметивших 80-летний юбилей, составляет 100% от фиксированной части пенсии. В этом году это 8134 рубля и 88 копеек. Соответственно, размер выплаты увеличат до 16269 рублей. Прибавку назначают с даты рождения, но выплачивают только со следующего месяца. При этом никаких заявлений для этого подавать не нужно. Пенсию увеличат автоматически. В марте Евросоюз нарастил поставки вина в Россию до максимума с конца 2022 года, следует из данных европейской статистики. Так, в марте Евросоюз экспортировал на четверть в месячном и годовом выражении до 26,6 тысяч тонн. Это максимальный показатель с декабря 2022, когда закупки составили 30 тысяч. Как и в феврале, крупнейшим поставщиком вина стала Италия, увеличившая винный экспорт в Россию на 27%, до 11,9 тысяч тонн. На втором месте Литва, нарастившая поставки на 40%. На площадке международной выставки «Россия» презентовали якутский кинопавильон полного цикла. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина и должен стать крупнейшим кинокомплексом страны, расположенным за Уралом. Площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров. По уровню оснащения он будет соответствовать киностудиям Москвы и Санкт-Петербурга. В якутском кинопавильоне появятся улицы декораций, студии постпродакшена. Все это позволит производить 24 фильма и сериала в год. Ввести в эксплуатацию объект планируют уже в 2027 году. Кино у нас сейчас максимально цифровизуется, и все больше тот же искусственный интеллект применяется при производстве кино. Поэтому вот эти все технологии мы стараемся, чтобы они стали таким конкурентным преимуществом для наших якутских кинопроизводителей. Наша цель в том, что в наш кинопавильон приехали съемочные команды со всей страны, чтобы мы в этих виртуальных декорациях в нашем кинопавильоне могли воссоздать, например, Москву 19 века или там пустыню Сахару. И для того, чтобы не нужно было ехать в Африку или куда-то еще, чтобы у нас было дешевле, быстрее, эффективнее снимать кино, чем где-либо еще в нашей стране. Благоустройство озера Сайсары завершат к 15 июня. Об этом в ходе выездного совещания заявил глава города Евгений Григорьев. В ходе проверки осмотрели также несколько объектов, в том числе и новый многофункциональный спортивный зал на улице Ильминской. Там работы должны завершиться уже к концу мая. В двухэтажном комплексе площадью более 2,8 тысяч квадратных метров расположится универсальный зал с трибунами на 400 мест, а также залы для художественной гимнастики и бокса. Находимся на улице Ильминская, на которой мы на сегодняшний день ведем завершение строительства многофункционального спортивного комплекса. На сегодняшний день у нас уже достаточно высокая строительная готовность. Ведутся завершающие этапы строительства, пусконаладочные работы, работы по завершению благоустройства территории. Все на сегодняшний день материалы, инвентарное оборудование, малые архитектурные формы, все, что необходимо для полного завершения комплекса в течение мая, и сдача объекта уже в начале июня месяца у нас готова. Ну что, я думаю, что одно из гениальных изобретений человечества, наравне, наверное, с колесом можно назвать скотч. Да? Я думаю, у каждого дома есть, а у кого нет, те говорят, нужно обязательно его купить. Что, друзья, вот ровно 94 года назад, 27 мая 1930 года, Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачная клейкая лента. Именно этого человека нужно благодарить за то, что он подарил человечеству скотч. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Удивительно, что он был водонепроницаемый. Самое главное, что он использовался для упаковки продуктов. Вот так вот, представляете, взял скотчем, обмотал сейчас пирожок. И нормально. А тогда это было вполне нормально. Изобретений гениальных очень много. Это, в общем-то, еще и колесо, и, конечно, телевидение. Телевидение, да, абсолютно согласен. А с сегодняшним днем давайте мы узнаем, да, какие события связаны. Давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 27 мая. Сегодня Общероссийский день библиотек. По народному календарю Сидор Бакагрей. Бакагреем святого прозвали потому, что с этого дня прекращают дуть северные ветры. На Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи, ласточки, косаточки, которые несут тепло. Этот день в истории. В 1606 году, 27 мая, в Москве началось восстание против польских интервентов.
В 1703 году в этот день Петр I заложил Петропавловскую крепость, день основания Санкт-Петербурга. В 1795 году основана первая государственная общедоступная библиотека в России. В 1905 году началось Сусимское сражение, последняя решающая морская битва русско-японской войны. В 1930 году в этот день запатентована прозрачная клейкая лента «Скотч», а в 1969 году создана рок-группа «Машина времени». В этот день родились Джон Кокрофт, английский физик, Нобелевский лауреат; Генри Киссинджер, американский государственный деятель, дипломат, Нобелевский лауреат; Вячеслав Шалевич, российский советский актер театра и кино, народный артист РСФСР; Александр Башлачев, советский рок-музыкант и поэт, а также Александр Рыжиков, командир отряда милиции особого назначения Республики Саха-Якутия, Герой России. Именины сегодня отмечают Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр и Тихо. Лето – пора острых кишечных инфекций, причем подхватить их можно везде, от плохо промытых фруктов до случайно пропавшей в рот воды во время купания. Всего в мире более 30 видов таких инфекций, и все они очень легко распространяются. Поэтому, если один из домочадцев подхватил эту заразу, то с большой долей вероятности болеть будет вся семья. Кишечные инфекции распространены среди людей любого возраста, но более всего им подвержены дети до 7 лет. О том, каких инфекций необходимо опасаться в летний сезон и как не испортить себе отпуск, расскажет заведующая приемным покоем детской инфекционной клинической больницы Кричко Галина Александровна. Доброе утро. Здравствуйте. Александр, доброе утро. Какие заболевания активизируются в жаркий сезон и почему? Летом у нас, конечно, чаще встречаются бактериальные кишечные инфекции в силу того, что в тепле лучше размножаются бактерии. У энтеровирусной инфекции наступает сезон повышенной заболеваемости, летний-осенний. И, конечно же, клещи, да, клещевой энцефалит, боррелиоз чаще встречаются в летний сезон, хотя они могут встречаться и в осенний сезон. А где чаще всего можно встретиться? С каких мест стоит избегать? Согласно докладу госдокладу Роспотребнадзора, у нас на территории, прилежащей к Якутску, это Сергеляхское шоссе, Покровский тракт и Хатанурях, то есть места отдыха и дачного отдыха людей. Поэтому там следует быть осторожнее. Ну, а какая профилактика существует? Как нам себя предостеречь, чтобы не заболеть? Конечно же, это защитные репелленты, которые защищают не только от комаров, но и от клещей. Защита кожи вот в местах, где клещи могут прицепиться, да. Чаще всего клещи, конечно, обитают в травке, но они могут подниматься до 50-70 сантиметров над землей. И присасываются они к местам, снабженным большим количеством сосудов, где и тонкая кожа, да. Поэтому еще одним из способов профилактики является осмотр друг друга после прогулки в таких местах для предмета обнаружения клеща. Да. Ну а что делать, если ты вдруг обнаружил? Если вдруг обнаружили клеща, тогда постараться его самостоятельно не удалять. Да? Желательно сразу с ним поехать в место, где будет оказана помощь. Если это мы говорим о детях, то это приемный покой медцентра, да, на ГБУ РСЯ номер 1. Вот, там клеща удалят, возьмут на анализ и поставят сыворотку против клещевого энцефалита, потому что желательно поставить ее сразу. Ну, вообще не рекомендуют вытаскивать самому, потому что есть риск, что останется, да, в коже. Да. Ну вот еще в разгар сезона свежих овощей увеличивается количество возбудителей кишечных инфекций. Они бывают вирусные, бактериальные. И какие чаще всего встречаются летом? Летом, конечно, чаще встречаются бактериальные кишечные инфекции в силу своих особенностей. Они любят тепло и размножаться на поверхностях, богатые сахаром. И в молочных продуктах, да, в тепле они, конечно же, растут лучше. Да. Но основные пути передачи, то есть с клещами-то все понятно, а вот с инфекциями все сложнее. Да, основные пути передачи, конечно же, это пищевой, водный, да. Мы можем недостаточно хорошо помыть руки, не помыть руки, да, не помыть овощи и фрукты достаточным образом. Если мы говорим про маленьких детей, то там всегда мытье, конечно, кипяченой водой, а не водой из-под крана, да, для того, чтобы избежать попадания вот этих бактерий. И термическая обработка
продуктов молочных, мясных, да, если мы говорим про мясо. А если мы говорим про молочные продукты, желательно не хранить их в открытом виде в холодильнике длительное время для того, чтобы потом повторно использовать. Я имею в виду именно творожки, вот такие вот йогурты, да, вот такие. Что говорить, если про овощи и фрукты, то, конечно, желательно не покупать разрезанные арбузы, да, которые на них еще так прекрасно мухи садятся летом, когда они продаются, поэтому желательно такое не покупать. А меня больше всего волнует, когда я мою виноград, у меня всегда ощущение, что я не могу весь помыть виноград. То есть, насколько вообще долго нужно мыть вот овощи? На самом деле, если мы будем смотреть на проводимые клинические и неклинические исследования, которые проводились с людьми, там доказано, что просто мытье проточной водой снижает количество контаминации, да, на поверхности овощей и фруктов. Да? Поэтому, если мы говорим про виноград, например, он запрещен в передаче в больнице как раз потому, что каждую виноградину промыть сложно. Но дома вы можете промыть каждую виноградину или обдать их кипятком, этого будет вполне достаточно, я думаю. Мой страх не беспочвенный. Тебе подсказали термическая обработка. Заварил чайник, вскипятил его точнее и промыл. А чем опасны кишечные инфекции? Кишечные инфекции, они опасны тем, что у детей раннего возраста они могут вызывать обезвоживание. Да? В принципе, любая кишечная инфекция вызывает обезвоживание той или иной степени. В большинстве случаев достаточно потребления жидкости. Да? Но у маленьких детей, которые теряют жидкость быстрее, чем могут ее получить, наступает обезвоживание, которое требует введения жидкости внутривенно, да, то есть парентерально. Вот в основном этим опасно. Но также одной из опасностей, которая скрывает в себе бактериальная кишечная инфекция, в отличие от вирусной кишечной инфекции, скрывается поражение других органов. Например, гемолитико-уремический синдром. При бактериальных кишечных инфекциях может возникнуть поражение почек, которое вызвано именно антигенами на бактериях. Да? Вот. Потом что? Может развиться молниеносная форма течения заболевания, это крайне опасно. Так, в большинстве случаев, конечно, кишечная инфекция бактериальная, она опасна именно обезвоживанием и интоксикацией, выраженной лихорадкой. А вообще, вот как проявляется кишечная инфекция? Как вот именно определить, что это кишечная инфекция, и как ее лечить? Не отравление, а именно уже что-то серьезное. Любое отравление — это тоже кишечная инфекция. Я имею в виду что-то более серьезное, требующего незамедлительного медицинского вмешательства. Значит, кишечная инфекция, в большинстве случаев она сопровождается повышением температуры, так или иначе, да? Кишечная инфекция может иметь затяжной инкубационный период или продромальный, когда ребенка беспокоит только повышение температуры, боль в животе, а потом появляется уже жидкий стул или рвота. Если у нас есть повышение температуры тела, боль в животе, жидкий стул и рвота, которые примерно довольно-таки частые, да, больше 3-5 раз, и сохраняются на протяжении 2-3 дней, скорее всего, здесь имеет место кишечная инфекция. Никогда не бывает лишним давать побольше жидкости ребенку, если он способен ее потреблять. А другое дело, когда ребенок не может потреблять жидкость, да, и после каждого приема жидкости у него случается рвота. В этом случае желательно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, да. Если ребенок чувствует себя нормально, обратиться к участковому педиатру. Если ребенок чувствует себя не очень, вызов скорой, да, для того, чтобы оказать ему нужную помощь и чтобы он смог пить. Главное в этом состоянии, чтобы ребенок смог пить. Тогда ему будет легче. Какие правила нам нужно соблюдать в летний период, в жаркий период, чтобы обезопасить себя со всех сторон? По возможности, конечно. Это, конечно же, мытье рук. Желательно иметь разные разделочные доски для рыбы, мяса и овощей, фруктов. Для того, чтобы бактерии с одного не перешли на другое в период именно нарезки. Да? Потом, что еще? Это термическая обработка достаточная. Это кипячение воды. Это... Если мы говорим про клещевые энцефалиты, это вакцинация есть, да? Вакцина по принципу 0,1,3, и через 9 месяцев или 12 в дальнейшем повтор, да. И тогда вы будете защищены на 3 года от клещевого энцефалита. Вот. Всем советую ставить. Если говорить про вирусные кишечные инфекции, есть вакцина против ротовирусной кишечной инфекции. Что еще относится к способам профилактики кишечной инфекции? Это у нас... в целом, это соблюдение личной гигиены всегда на первом месте. Спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Спасибо. Спасибо И, вам. конечно, друзья, не забывайте, самое главное, конечно, мыть руки после того, как вы пришли домой, и вообще следите за гигиеной. А мы продолжаем. Галина Егоровна живет вдали от цивилизации в местности Аюми в Тампонском районе. В этом году она одна
перезимовала в глухой тайге Якутии. На днях ее забрали в отделение терапии врачей Тампонской ЦРБ. Подробности далее. Эвенская отшельница Галина Егорова почти полвека безвылазно живет в местечке Аюме. Она не знает, что такое мобильный телефон, банковская карта и про многие другие блага цивилизации. А буквы некоторые только появляются, да? А некоторые буквы почему не появляются, когда вот пишешь? Потому что у тебя ты не нажимаешь до конца. Галина Иннокентьевна уехала на конебазу Аюме 24-летним дипломированным продавцом. Там же вышла замуж за оленевода Николая Романовича Ефимова. Родила 2 сыновей, которые пошли по стопам отца. В свои 74 года она до сих пор работает, помогает младшему сыну в качестве коневода и радиста. В Аюме расположена конебаза СПК «Фактория Тампо», где насчитывается до 80 лошадей якутской породы. Ближайшее оленстадо в 30 километрах. Зимой остаюсь я одна, сама добровольно остаюсь. Меня никто не заставляет там находиться. Просто нравится самой и все. Когда табуны приходят, проверяю их так, около дома проверяю. Они все знают, когда идешь, сразу настораживается, соль дадут или нет, как будто ждут. Летом в Аюме приезжают внуки Галины, семьи оленеводов. У многих в конебазе остались дома. Недавно сюда провели связь. До этого новости Галина узнавала по телевизору, когда подключала генератор. Сейчас в больнице, где она на медобследовании, только и разговоров о возвращении в Аюме. Тот день вообще один мальчик говорит, в нашем доме это не гонит, дурдом. А что, говорю, все тут толпятся, говорит. На связи. На связи, ага. Потом один настроил телефон, а потом второй мой внук настроил, говорит, бабушка, я тоже умею, оказывается, я настроил, радостный. Потом все, давай, все телефоны. Галина Иннокентьевна отказывается покидать Аюме, где провела всю свою жизнь. Похоронен муж. Здесь она сама себе хозяйка. Есть своя теплица. Раньше даже держала коз, кур. Хлеб делаем сами, пекем. Каша, суп, мясо, рыбу. Так и кушаем. Как раньше люди жили, кстати, такие же продукты. Таежные продукты. Хоть и живет ветеран по старинке, растапливает печь, таскает лед, питается дарами природы, зато здорова, бодра. Что еще нужно для счастья? Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Ну, потрясающая история в таком возрасте, жить самостоятельно, держать свой дом, ну, это удивительно. Я не представляю даже вообще, как меня сейчас из квартиры переселить в частный дом. Я, наверное, не справлюсь. Да, ну а следующая тема, наверное, больше будет касаться жителей многоквартирных домов, которые держат у себя собак. Эти четвероногий друг — это больше, чем питомец, это настоящий член семьи, но содержание его накладывает ряд обязанностей на владельца. Наша рубрика «Советы юриста» разъяснит правила выгула собак. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о правилах содержания и выгула собак в городских и сельских условиях. Начнем с того, что такие правила регулируются постановлениями правительства России и ее субъектов. Содержание домашних животных в квартирах, жилых домах допускается при обязательном соблюдении санитарно-гигиенических норм. При этом следует воздержаться от содержания домашних животных в местах общего пользования жилых домов, лестничных клетках, подъездах, чердаках, подвалах, коридорах и так далее. Владельцы собак, имеющие в собственности в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи, не допуская нахождения собаки за ее пределами. Также владельцам собак следует иметь в виду, что домашние животные, находящиеся на улицах и иных общественных местах без хозяина, могут быть отловлены. Отлову не подлежат только стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки. При выгуле домашних животных их владельцы должны соблюдать следующие правила. Выгул домашних животных должен быть при условии обязательного обеспечения безопасности людей. При выгуле домашних животных необходимо не загрязнять территории общего пользования. В случае загрязнения их владелец обязан убрать экскременты. Запрещается появление с собакой без поводка и намордника в общественных местах.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается. Что же делать, если вы, не дай бог, стали жертвой нападения собаки? Первое, что нужно сделать, это обратиться в поликлинику, чтобы убедиться, что собака здорова. Врач также должен зафиксировать все полученные жертвой повреждения. Затем подайте заявление в полицию для того, чтобы зафиксировать факт укуса. И подробно расскажите обо всех подробностях нападения. После такой процедуры вы будете готовы к подаче искового заявления в суд на владельца собаки с требованием о компенсации материального и морального вреда. На этом пока все. Берегите братьев наших меньших и уважайте своих сограждан. До свидания. Ну, мне кажется, после этого животных станут более корректно держать у нас владельцы, если будут обращаться к ним с исками гораздо чаще. Но не менее интересный факт. Исследователи выяснили, что больше всего в мире людей принадлежат к знаку зодиака скорпионы. Их целых 9,6%. Второе и третье место поделили девы, которых 9,4%, и близнецы, которые 9,3% населения Земли. Ну, в принципе, недалеко друг от друга ушли. Да, но, скорее всего, именно эти знаки сегодня вызовут наибольший интерес в нашем астрологическом прогнозе на неделю. Овен. Круговорот событий окутает вас с самого понедельника. Ранее нерешенные проблемы и невыполненные обязательства будут требовать от вас срочных решений. Обратитесь за помощью к коллегам или знакомым, они помогут вам решить все проблемы. В выходные, возможно, приятное знакомство или благоприятное стечение обстоятельств. Телец. На этой неделе вам пора начать работать над делами, о которых вы давно думали. Деловые переговоры и подписание важных документов пройдут на высшем уровне. Ваш профессионализм и личные качества будут оценены по достоинству. Благоприятное время для личных отношений. Не исключены новые знакомства. Близнецы. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания. Все захотят получить от вас дельный совет или помощь. Не отказывайте. Смело мечтайте. Вас ждет исполнение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Наступает отличное время для налаживания партнерских отношений. Финансового благополучия вы добьетесь в кратчайшие сроки. Рак. Наступает период, когда вы должны начать действовать с выгодой для себя. Подумайте, чего бы вам хотелось на самом деле больше всего, и смело начинайте работать над реализацией. Не стесняйтесь обращаться за помощью к влиятельным людям. Они помогут осуществить вашу мечту в разы быстрее. Лев. Сейчас вы смело можете начинать дела, даже самые рискованные, и вас ждет успех. В выходные звезды рекомендуют провести со старыми друзьями или родственниками. Возможны новые знакомства, которые помогут укрепить финансовое положение или создать стартовую площадку для будущих профессиональных успехов. Дева. Сейчас не самое благоприятное время, чтобы действовать в торопях. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Возможно, вы будете втянуты в конфликт или окажетесь между двух огней. Не спешите занять чью-то сторону. Сохраните нейтралитет. В выходные посвятите делам, которые доставят вам радость. Весы. Вы очень коммуникабельны и общительны. С одной стороны, это хорошо, а с другой может принести проблемы на работе. Вы тратите много времени на пустые разговоры, совершенно позабыв о своих обязанностях. На работе проявите сдержанность. А вот в выходные в компании друзей ваши разговоры будут вполне уместны. Скорпион. Вы на своем месте. Просто следует изменить подходы в общении, и вы заметите, как по-другому станут к вам относиться. Возможно, даже получение крупной премии. Вы энергичны и бодры. Этот период идеально подходит для общения, новых знакомств, налаживания деловых контактов и решения накопившихся проблем. Стрелец. Наступил очень гармоничный и спокойный период. В скором времени вас ожидает продвижение по службе. Благодаря вашей ответственности и творческому подходу к делам вы увеличите свой авторитет не только в коллективе, но и среди руководства. Козерог. Наступил благоприятный период, чтобы решить вопросы, касающиеся личной жизни. Вы тактичны, легко подбираете нужные слова. Вторая половинка это заметит и пойдет на уступки. Долгожданная гармония вернется в ваши отношения. В выходные не исключено получение приятных новостей. Водолей. У вас будут удачными как крупные покупки, так и любые финансовые вложения. Доверяйте своей интуиции. Во второй половине периода возможны деловые встречи. Будьте готовы продемонстрировать весь свой профессионализм. Вероятнее всего, вы заручитесь поддержкой влиятельных людей. Рыбы. Этот период сулит благоприятные изменения в карьере и образовании. Возможны значительные финансовые поступления. В скором времени рядом с вами окажется влиятельный человек, который поможет осуществить вашу мечту. Не упустите шанс для плодотворного сотрудничества.
Но мы хотим рассказать еще об одном удивительном факте. Семейные династии в библиотеках не редкость, несмотря на то, что профессия библиотекаря никогда не относилась к разряду престижных. Известные факты, когда на библиотечном поприще трудилось несколько поколений одной семьи. Библиотечные дети – особая категория. Они раньше своих сверстников приобщаются к миру книг, тишине, читальных залов, общению с читателем. Поэтому они выбирают благородное служение библиотеки и книги. Однако замечено, что династии зарождаются только в тех коллективах, где работают энтузиасты, творческие и неутомимые труженики. Династию библиотекарей мы нашли в сельской модельной библиотеке филиале номер 9 имени Панаева. Это Бродникова Елена Михайловна, за плечами которой более 30 лет профессионального стажа, и ее внучка Егорова Евдокия. Любовь к книгам Евдокии Егоровой привила бабушка Елена Михайловна Бродникова. Будучи ребенком, Евдокия часто проводила время здесь, в стенах Хатасской сельской библиотеки, и никогда не задумывалась, что когда-то будет в ней работать. Бабушка меня часто брала на работу, так как у меня родители работали в городе, я жила вот с бабушкой, и она меня часто брала на работу сюда. И мне очень нравилось здесь находиться. Вот когда они даже уходили на обед, я здесь оставалась. Там могла с подругами, с подружкой остаться. И здесь мы как бы играли, как будто библиотекари. Если честно, я даже, учась в школе, я любила книгу, да, чтение любила. Но чтобы стать библиотекарем, у меня даже в мыслях, честно, не было, когда училась в школе. Потом, когда окончила школу, получилось, что я поступила в Арктический государственный институт культуры и искусств на библиотечное отделение. Библиотека не раз признавалась лучшей по итогам работы среди библиотек района. Стала лучшей библиотекой РСФСР. Передовой статус Евдокия и ее коллеги продолжают поддерживать. Так, учреждение было внесено в Книгу почета села Хатасы и в реестр лучших учреждений культуры России. Я обожаю свой коллектив, они у меня очень такие сплоченные, мы команда. И мы здесь воплотили вот это вот, реализовали проект «Летний центр отдыха и чтения». У нас на территории библиотеки очень большая, и мы здесь сделали и летняя сцена, и беседка, и фонтан, и скамейки. Второй наш проект – это досуговый центр Инва-Игротека. Это что такое? Это настольные спортивные игры. Мы здесь в читальном зале организовали, закупили. Они такие вот большие, габаритные. Это для людей с инвалидностью. При библиотеке также работает клуб коллекционеров, где состоит и Евдокия. У меня, как я обычно рассказываю, у меня любимая цифра 3 вообще. Бог любит Троицу. И поэтому у меня эти любимые цифры 3. Вот первое, это я люблю свою семью, поэтому я собираю фигурки мальчик и девочка. Второе, я люблю свою работу. Поэтому у меня коллекция взаимосвязана, вот все связано с книгой. Это книжные закладки, это миниатюрные книги, вот эти вот сувениры с книжками. И третье, я очень люблю море. Чаще стараюсь выезжать на море, и поэтому я собираю изделия из морских ракушек. Ракушки собираю, и плюс еще вот изделия разные. Наша героиня – мама 3 детей, и всю свою семью она активно привлекает к чтению. У меня бабушка сейчас, ей вот уже скоро 92 года, она много-много читает, и даже без очков читает. Моя любимая книга детства, это я ее вот даже, она у меня вся истрепанная, такая-то Астрид Линдгрен «Пеппи длинный чулок». Очень люблю читать. Любила. Нравилось то, что приключения. Хотелось действительно быть как Пеппи длинный чулок с ее приключениями. А из классиков, из якутской литературы мне очень нравится Амма Чигая «Весенняя пора» и Николай Якутский «Судьба». Кто-то из мудрых сказал: библиотекарь – это не профессия, а состояние души. Профессиональным знаниям и умениям добавляются и многие другие черты. И одна из них – любовь к своей профессии, к своей библиотеке, ко всему, что в ней происходит, и определяет ее судьбу. Библиотекарь, он должен быть в первую очередь, мне кажется, энтузиастом, любить свою работу, любить чтение, книги, коммуникабельным, потому что мы же все-таки очень много работаем с людьми, иметь еще, как сказать, подход ко всем разным категориям читателей, грамотность обязательно. У него должен быть широкий кругозор во всех сферах знаний, саморазвиваться, помогать читателям по любому запросу, пытаться помочь.
Я эту библиотеку вообще люблю как, у меня как второй дом. Многие Родная так уже, говорят. Я с большой радостью иду на работу. Это такое счастье, когда идешь на работу не из-за того, что надо сидеть, а прям с такой радостью. Эту любовь привила, наверное, моя бабушка, потому что она тоже такой энтузиаст. Она работала и прям до выхода пенсии, даже выйдя на пенсию, она все равно здесь временно могла кого-то заменить, еще что-то, поэтому она до последнего, до 2000 года работала прям. Поздравляем Евдокию и ее уважаемую бабушку Елену Михайловну с поистине их праздником. И желаем нашей героине воплощать в жизнь все новые и новые идеи и проекты. И продолжать помогать читателям находить дороги в удивительный мир книг. Катерина Винокурова, Георгий Григорьев, Хатасы. Потрясающая история. Мне кажется, вообще династия — это удивительно. Ведь из поколения в поколение в данном случае передается любовь к книге. И мы присоединяемся к поздравлениям всех работников библиотек. Вы потрясающие люди. Это настоящее призвание — прививать любовь к чтению. И сегодня у нас в студии сотрудники Национальной библиотеки Якутии Аина Прибылых. Доброе утро. Да, заведующий медиацентром Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, и Максим Эверстов, сотрудник Национальной библиотеки, наши рубриканты. Мы их хорошо знаем, поэтому всем еще раз доброе утро. Видим вас часто на экране. Они в гостях. Очень приятно, что вы к нам пришли. Скажите, как вы стали работником библиотеки? Ну, сейчас библиотеки трансформируются, да, то есть открываются дополнительные отделы, дополнительные возможности для вообще приобщения к чтению, для популяризации культурного наследия, литературного наследия. И у нас тоже вот буквально с 2019 года библиотека начала усиленно работать в плане связи с обществом, с общественностью. И в этом плане нужны были кадры. Поэтому мы с Максимом как раз-таки оказались в нужном месте, в нужное время. И в 2021 году мы создали в библиотеке медиацентр и стали сотрудниками нашего любимого медиацентра, который вот как раз-таки занимается и популяризацией, продвижением не только чтения, да, в регионе, но и вообще всего культурного наследия, всех современных культурных событий. Ну, вы сами знаете, мы постоянно транслируем, да, наши сюжеты и постоянно в связи с вашим телеканалом. Да, действительно, ну, если так вот в прошлое окунуться, там, когда студенческие годы, да, как-то вот библиотека — это такое что-то такое тихое место, где можно почитать, да, литературу. Устоявшийся стереотип. Да, устоявшийся сейчас стереотип. Уже а сейчас уже это не так, нет, да. Благодаря вам, поэтому большое вам спасибо. Ну, вообще, вот как, на ваш взгляд, как часто люди читают и что именно читают? Здесь зависит от того, зачем они приходят, за какой книгой, за каким контентом, потому что сегодня мы даем не только контент о книгах, мы обозреваем культурные мероприятия, мы делаем подкасты на общественные темы, мы делаем видеообзоры, например, на фильмы по книгам и стараемся держать вообще руку на пульсе, потому что сегодня, если говорить даже о молодежи, там 16-35, то они очень разный контент потребляют, они не думают, что я приду в библиотеку, просто книжку возьму или через сайт закажу. Их нужно постоянно разным контентом кормить, и мы как медиацентр, мы стараемся вот такой контент им давать. Вовлекать, чтобы они дальше дополнительно уже что-то для себя постоянно находили и все время были в поисках. Ну, чтобы у них, получается, со временем на фоне любимых фильмов появлялись и любимые книги. Безусловно. Да. А какие любимые книги у вас? Ну, я люблю читать краеведческую литературу и художественную. Сейчас я вернулась заново к якутской художественной литературе, потому что это сейчас очень модно стало, потому что мы уже как-то вот потеряли, да, нашу якутскую, ну, как бы в таком бытовом плане, да, что такой сложный, смачный литературный язык якутский, да, поэтому это заново надо восстанавливать, поэтому, ну, в данное время у меня якутская художественная литература, это Николай Якутский, Аммат Чагая, Далан и так далее. Ну, Максим, наверное, у него другое что-то. Да, я читаю фантастику и фэнтези, продвигая ее, считаю, что многие незаслуженно определяют это как юношеский жанр. Это такая советская школа была, подростковая литература. На самом деле фантастика сегодня это жанр, который влияет на все сферы. Посмотрите, почти все сериалы крутые, которые вы знаете, они сделаны по фэнтези. Да, очень много сегодня крутых фантастов есть, которые тоже влияют на игры. Сам стараюсь это писать. А любимые писатели, наверное, Аркадий Борис Стругацкий,
потому что это самые сильные советские фантасты, которые до сих пор, вот, эхо их творчества идет по России. Ну, Максим, вот на твой взгляд, как думаешь, вот бывает так, говорят, вот книга лучше, или говорят, вот фильм лучше, да, вот на твой взгляд, вот если взять такую среднюю, да, информацию, вот, что лучше, книги или фильмы, снятые по этим книгам? Нам нужна отдельная передача на это, час, день. Но я думаю, если совсем упрощенно, я думаю, что это зависит от того, как подойти к работе с материалом, потому что книга, она часто не соответствует той динамике фильма, которая необходима. И поэтому получается, что хвалят фильм, говорят, вот получилось так, ну, конечно, если у книги не было такой цели. А почему чаще все-таки, если смотрим среднюю температуру по больнице, посмотрите в интернете, чаще хвалят книги как первоисточники. Но это просто, потому что сценарист, какой бы он ни был гений, он не может видеть ту картину мира, которую видел автор. То есть у автора в руках все карты были. Конечно, он располагал большими бонусами при создании текста. Нет, мне кажется, что еще он не может видеть ту картину мира, которую мы сами представили, когда читали книгу. Да, такое тоже есть. Потому что повторить то же самое, что мы себе представляли, по-моему, невозможно. Да, то есть, ну, фильм — это уже именно интерпретация самого. Конечно, это тоже искусство. Да. А какова посещаемость библиотек сегодня? Мы вот уже очень несколько лет назад перешли в цифровую среду, то есть у нас есть такая глубокая, объемная цифровая среда, да, поэтому посещаемость мы не считаем именно тех, кто пришел в библиотеку, взял книгу, да, это те люди, которые посетили наши мероприятия, это те люди, которые прочитали электронную книгу, поэтому по итогам 2023 года это больше 1,5 миллиона человек. И туда входят и студенты, и школьники от 14 лет, и те, кто находится за пределами Якутии, Якутска, и уже как бы пользуются нашими цифровыми ресурсами. Но сейчас сегодня такой знаменательный день. А что ждет читателей? Ну, мы читателям уже вот в течение месяца, да, мы проводим фестиваль республиканский, читаем все, и эти мероприятия у нас идут каждый день, но сегодня вот особенный день, когда читатель может прийти, там будут маленькие сюрпризы какие-то, да, ну, не будем, да, интригу нарушать, и сегодня мы все-таки дань уважения передаем нашим предыдущим поколениям. Мы будем награждать еще и тех профессионалов, которые сейчас трудятся во благо развития интеллектуального, творческого, да, и поэтому у нас будет сегодня вручение премии Крафта 2 часа. Это премия главы имени губернатора Ивана Ивановича Крафта, лучшей библиотеке, лучшему библиотекарю и, конечно же, меценату, без которых не обходится никакое учреждение культуры, да. В 11 часов у нас будет такое интересное мероприятие, это республиканская акция с Дарьей Реевой, вы с ней тоже знакомы, да, постоянный ваш рубрикант, она прочитает книгу взрослым. Мероприятие называется, «Сила книги», и тема этого года — это «Мама, папа, я читаю». То есть это будет такой диалог поколений, когда раньше у нас читали взрослые, и у нас и глава региона читал, у нас и министры читали, а в этом году Дарья прочитает взрослым людям. И тогда взрослые вернутся, да, вот как бы такое ощущение, да, ностальгии, и заново для себя что-то найдут, будут интерпретировать именно благодаря Дарье снова такой детский текст. А на ваш взгляд, вот какими профессиональными данными должен обладать библиотекарь? Если мы говорим про современного библиотекаря, да, то кроме того, что он должен читать, все-таки вот мы с Аиной иногда обсуждаем книги, да, в нашем отделе тоже очень много читающих, у которых прямо книги стоят на рабочем месте. Он должен интересоваться культурой, он должен быть коммуникабельным, потому что все-таки библиотеки — это сегодня не те советские библиотекари, которые у тебя в углу тихонечко книги разбирали. Это тоже наши работники, это прекрасные люди, без которых библиотека не может работать. Но сегодня библиотекарь — тот человек, который должен понимать, как работает в целом любой контент. То есть, ну вот мы пришли, вам рассказываем об этом, да, и в библиотеке мы стараемся много рубрик снимать так, чтобы библиотекари были задействованы и могли рассказывать о любимых книгах, о любимых фильмах. Поэтому, мне кажется, это тоже очень важное качество. И библиотекарь, последнее, он должен следить за трендами, потому что сегодня книга, она вынуждена соперничать с огромным количеством других сфер, медиа, другой информации, источник информации. Поэтому мы должны смотреть, где еще есть важная культурная информация, кроме книг художественных. А чем вы успеваете заниматься помимо основной деятельности?
Ну, лично я, да, вот я по профессии историк, поэтому занимаюсь общественной деятельностью. Я как член, да, вот общественных организаций, которые занимаются сохранением, популяризацией исторической памяти, провожу экскурсии городские и как-то вот стараюсь принять участие вот во всех мероприятиях, которые именно охраняют памятники и хранят наследие. Интересно. Я пишу в основном рассказы в свободное время, участвую в каких-то конкурсах, потому что думаю, что важно заниматься тем, что делает тебя счастливым, и из-за чего тебе хочется просыпаться, да. То есть я вижу себя в литературе, безусловно, и библиотека, и творчество для меня это такие важные вещи, которые наполняют мой день. Поэтому я хочу писать и показывать людям, что фантастика — это чудесная вещь на самом деле. Ну, я думаю, что нужно обязательно, да, сегодня поздравить ваших коллег. Вы можете нашу камеру. Уважаемые наши коллеги, мы благодарим вас за такой доблестный труд, да, который необходим сейчас в таком огромном потоке информации. Библиотекари — это те люди, которые, когда услышат информацию, они не побегут это продвигать, они 100 раз перепроверят. Вот в этом ваша ценность. Поэтому поздравляем вас с профессиональным праздником, благодарим вас за опыт, за то, что бок о бок работаем с вами. Для нас это огромная честь. И спасибо вам, что вы всем людям показываете, насколько интересно и важно читать, и что книга сегодня не устарела. Но мы также вас Поздравляем. с Спасибо профессиональным большое. праздником. И вас тоже. До новых Любители встреч. чтения. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, ну а сейчас Важный источник информации. Новости. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Россельхознадзор готов расширить поставки тропических фруктов из Индии. Об этом 25 мая сообщили на официальной странице ведомства в соцсетях. Советник ведомства Василий Лавровский в минувший четверг посетил фестиваль индийского манго, организованный посольством республики в России. Участие в нем приняли индийские экспортеры, представители российских торговых сетей, логистических компаний и банков. Сейчас каких-либо ограничений на ввоз фруктов из Индии нет. С начала года в индийских фруктах ни разу не выявили карантинных организмов. Поэтому для развития экспорта складываются благоприятные перспективы. Маркировка велосипедов всех видов и велосипедных рам начнется в России уже с 1 сентября этого года. Такое правительственное постановление разместили на официальном портале правовой информации. Документ предписывает участникам рынка до 1 сентября зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом подлежащих маркировке товаров и начать представлять сведения о маркировке велосипедов и велосипедных рам, средствами идентификации, а также об их вводе в оборот. В составе студотрядом этим летом будут работать более 200 тысяч студентов и школьников. Студенты этим летом в составе педагогических отрядов отправятся вожатыми в детские лагеря «Артек» и «Орленок». Будут работать проводниками поездов, чтобы помочь справиться с пиковыми нагрузками на железных дорогах. Примут участие в крупных стройках «Росатома», «Россетей» и «Газпрома». Выйдут трудиться на производство КАМАЗа. Студенты сервисных отрядов пополнят коллективы отелей Крыма и Краснодарского края, ну а школьники будут заниматься благоустройством городов. Всего организовано 8 видов отрядов – строительные, педагогические, сервисные, сельхозхозяйственные, отряды железнодорожного транспорта, медицинские и производственные, а также трудовые отряды подростков. Более 500 человек вышли на субботник в Намском районе, где продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Это сотрудники правительства, министерств, предприятий, организаций, студенты, члены общественной палаты. Все рабочие группы распределили по наслегам. Так, например, в Маймагинском наслеге работают 140 человек. Участники субботника ведут работы по откачке воды с подтопленных территорий, работают на просушке жилых домов, убирают мусор, принесенный водой, также приводят в порядок береговые линии. Адресно помогает каждому жителю, выносят мебель и вскрывают полы. В селе Хатырык также субботники идут полным ходом. Особое внимание уделяется общественным пространствам, которые благоустраивались в селе. Мы решили перебрать каждую фотографию, чтобы хоть как-то сохранить их, потому что все вот посюда, вот прямо все в воде. Вот даже вот до сих пор вот все вот вода идет. И просто невозможно сохранить, конечно. Видите, вот
в молодости, они вот, которые вот видите, как вот все. Ихняя вся жизнь. Глава Якутии Айсан Николаев провел заседание оперштаба по координации строительных работ в республике. В режиме видеоконференции рассмотрели реализацию объектов в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке», нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и проекта «Чистая вода». Открывая заседание оперштаба, Айсан Николаев подчеркнул, что работы по реализации нацпроектов и госпрограмм не должны выбиваться из утвержденных графиков, несмотря на чрезвычайную ситуацию, объявленную в республике вследствие сложной паводковой ситуации и масштабную подготовку к проведению игр «Дети Азии». Все объекты должны быть выполнены качественно и в срок. Есть тревожные моменты по ряду объектов, вы прекрасно о них знаете. И по строительству объектов по программе переселения из аварийного жилья. Есть вопросы, связанные со строительством социальных объектов. Я уж не говорю о важности того, чтобы работы по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» делались в срок, делались качественно. Навигация для маломерных судов начнет поэтапно открываться в Якутии уже с 3 июня. Первыми начнут движение лодки и катера в центральных и заречных районах Якутии, а также в Якутске и Жатае. Далее с 12 июня в Аймиконском, Момском, Верхоянском, Авино-Батантайском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Жиганском и Оленёкском районах. Ну а с 17 июня начнется движение на реках Колыма-Индигирской и Арктической группе районов, за исключением залива Ниелова в Булунском районе. Там навигация для маломерных судов стартует только 25 июля. Напомню, сроки открытия навигации могут корректироваться в зависимости от обстановки на водных объектах. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну, мы продолжаем. И вообще вот хотелось бы затронуть такую интересную тему, когда вот человек живет в каком-либо пространстве, да, он обязательно пытается воздействовать на свою окружающую среду, вешает какие-либо картины, постеры, переклеивает обои, переставляет мебель или покупает интересные аксессуары. Ну, это когда ты купил вроде бы новую квартиру, и тут же начинаешь делать ремонт. Ну, порой, заглянув в дом человека, ты невольно узнаешь о нем больше информации, чем когда просто с ним общаешься, потому что вещи — это история его жизни. А когда речь заходит об экспонатах музея, то они являются еще и отражением целой исторической эпохи. Меня зовут Руфов Дмитрий. Я являюсь главным хранителем Музея истории города Якутска и хочу рассказать о нескольких предметах, представленных в нашей экспозиции. Один из них — это венский диван конца 19-го, начала 20 века. Был произведен компанией Михаэля Туннета. Родился первоначально в Германии, но позже именно переехал в Вену. Как раз-таки из-за этого его мебель получила название именно «Венская мебель». И вот в 19 веке он изобрел способ именно изготовления гнутой деревянной мебели при помощи водяного пара. Мебельная продукция начала набирать популярность. Сперва, конечно же, в Вене, а потом уже по всему миру, в том числе и в России. Его торговая компания была поставщиком мебели именно в императорский двор России. Как этот диван оказался здесь, в Якутске, то тут вот это связано с торговой компанией купцов Кушнаревых, именно дочери Акипсима Кушнарева, это Агриппина Бушуева, которая занималась распространением венской мебели здесь, в Якутии. Была очень прочная. Есть даже такой занимательный факт, что вот мебельная продукция, изготовленная компанией Тонет, была настолько прочная, что вот она даже могла пережить падение с Эйфелевой башни. Узнавайте истории вещей вместе с нами. До новых встреч! Да, действительно, очень интересные экспонаты, но всегда Знаешь, вообще вот удивляет, когда приходишь в музей, да, допустим, даже вот мы сейчас узнали историю одного только экспоната, ну а там их тысячи, да, и хранят они все, конечно же, историю о тех людях, которые жили и пользовались этими предметами. Не, но самое главное, когда смотришь на этот диван, вот с первого взгляда, если ты не знаешь его историю, кажется, что это ковка, да, то есть это кованая мебель, что-то такое тяжелое, потом знаешь, что это дерево, потом понимаешь, какого года
производства данная мебель, и понимаешь, откуда такие технологии в то время. И тут тебе рассказывают историю. А потом венский диван в Якутии. Такой соотносишь, как же он сюда добрался. Да. В общем, удивительная вещь. Посещайте музеи, и вы будете удивлены, что многого не знали о нашей Якутии. Но сейчас в завершении нашего эфира хотелось бы напомнить о погоде за окном. Итак, в центральных районах сегодня температура 4-13 градусов выше 0, в заречной группе +8, +14, в южных 2-6 градусов тепла, в Вилюйской группе 8-14 выше 0, в Нижнеленских +3, +12, в западных 6-8 градусов тепла, в Колымо-Идигирской группе +9, +18, в Янских 7-14 выше 0, на северо-западе -3, 0. В столице сегодня температура в 6 часов утра +14, атмосферное давление 752 мм ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, температура 22-24 градуса тепла. Да. Ну вот, наступило лето, поздравляем вас с понедельником, это последний понедельник мая, дальше точно наступает июнь, а значит будет лето. Есть повод порадоваться и начать этот день, как всегда, вместе с нами. Да, ну и мы желаем вам отличного настроения, хорошего начала рабочего дня, рабочей в целом трудовой недели. Ну и, конечно, завтра мы вновь встретимся с вами. На том же месте ждем вас. Всем хорошего дня, до новых новостями. встреч.